Как-то действительно не в своей тарелке себя чувствовал. Что-то не хватает, чего-то не хватает. Мы прорубили окно. Играли в финале. 4 раза мы испытали горечь поражения. Получили за Кичино, да. Вот. И вот недавно тоже получили такой вот с алматинского Кайрата. А мы ежегодно где-то около $1 миллиона, если вот так вот брать. У нас кто-то же должен в этой стране, кто-то должен, правильно, да, жертвовать ради своей нации. Оскар Маткович, добрый день. Спасибо большое, что нашли для нас время. И, наверное, первый сразу вопрос с места в карьер. В связи с пандемией, мировой пандемией коронавируса, какие последствия она может повлечь за собой на кыргызский футбол? Ну, она оно уже повлекло. Пандемия, конечно, она задела все. Нашу планету Земля, мировое человечество, ну и все стороны человеческой деятельности, ну и, естественно, и футбол, потому что на Земле около 7 миллиардов, да, человек, населения, а во время чемпионатов мира за футболом следят, интересуются более 3,5 миллиардов человек. Естественно, футбол был задет, и мы сами все свидетели с начала 2020 года, високосного, очень сложного года. Вот. И я, как сказал, она задела все стороны человеческой деятельности. Все стало. И футбол стал. Ну и вот сегодня через 2-3 дня уже июнь месяц, да? И где-то футбол уже начинает просыпаться, да? Просыпаться во всех странах. Уже начинаются первые вот эти тренировки без соблюдением дистанции, санитарно-гигиенических условий. Ну, были страны, вообще там нигде этот футбол, он был как футбол, он и чемпионат шел. Ну, вот Белоруссия, да, наш. Вот, далеко не будем ходить. Но в Кыргызстане то же самое, мы были в карантине. Первые матчи были чемпионата, и на этом все, мы ушли на карантин. Вот, и, конечно, все встало. Теперь мы ставим вопрос перед республиканским штабом, чтобы возобновить тренировки наших футбольных клубов, возродить футбольную жизнь в стране, вот, и начать игры чемпионата Кыргызстана. Ну, наше предложение сначала без зрителей, потом уже смотря на обстановку со зрителями. Вот. Ряд таких предложений поступает. Мы 30 мая проводим новый конгресс. Вот. Федерация у нас переименована теперь в Союз, Кыргызский футбольный союз. Вот. Вместо Федерация футбола. Да? И вот в связи с переименованием нашей федерации в Союз будет создан конгресс, а перед конгрессом пройдет исполком нашего футбольного союза. И там мы рассмотрим все вопросы, актуальные вопросы футбольной нашей жизни в условиях пандемии. Мы до этого так вот собирались, это удаленно, но вот 30 числа мы рассмотрим очень-очень много вопросов, связанных в условиях пандемии, жизнь наших футбольных клубов, наших календарей соревнования. Ну, у нас футбол же объединяет не только там большой футбол, да, у нас пляжный футбол, женский футбол, футзал, все вот, внутренние чемпионаты, участие в зарубежных этих турнирах, да, вот, многочисленных.
вот, связанные с помощью наших вышестоящих организаций, Азиатской конфедерации футбола, футбольной федерации, да, ФИФА, которые вот в условиях пандемии хотят оказать такую посильную помощь вот таким вот, ну, всем странам, всем футбольным союзам, и в том числе нашим, да. Сейчас футбольные клубы переживают очень сложный период своего развития. Многие экономика стала, и это не только в нашем Кыргызстане, да, а вообще во всем мире. Сейчас все контракты, которые были с футбольных клубов с футболистами, пересматриваются в сторону снижения. Вот. И у нас футбольные клубы тоже столкнулись с большими проблемами. И мы, все футбольные клубы, обратились в футбольный союз оказать посильную помощь вот, в этот период, вот, карантинный период. И этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме. Вот, исполком нашего футбольного союза пересматривает тоже бюджет, чтобы оказать такую посильную помощь футбольным клубам. Даже вот наш футбольный клуб, да, вот по финансовым отношениям более-менее благополучный, испытывает колоссальные трудности вот, да, выдачи зарплаты вот, нашим сотрудникам, организации тренировочных матчей, вхождения, вот, возобновления чемпионата нашей страны. Мы написали такие письма в Футбольный союз, они сейчас рассматривают. И вот 30 числа этот вопрос, сколько они могут помочь нашим футбольным клубам, это 30 мая решится этот вопрос. Очень большие нагрузки, очень большие вот сложности у наших муниципальных клубов. Вот, и имею в виду Алга, Бишкек, которые финансируются из бюджета мэрии, Ош и Алай, Карабалтинский, Карабалта, да, команда. Вот они финансировались из муниципального бюджета, и во время пандемии бюджеты этих городов сильно были направлены на оказание помощи нуждающимся населению, да. И тогда тоже вот там получаются дыры в бюджете. И они тоже сейчас такая полная неопределенность, вот, вот возобновится чемпионат. Смогут ли они полнокровно вот участвовать? И вот наш исполком футбольного союза, мы хотим вот помочь вот из той помощи, которая поступает из ФИФА, из АФК. Я думаю, члены исполкома пойдут навстречу клубам, чтобы сохранить фасад нашего футбола. Это фасад, это проведение чемпионата, да, футбольного на масштабе страны. И так у нас там 8 клубов, еле-еле так набирали. В этом году 9-й добавился. Но 9-й у нас клуб добавился, да. Вот строительные компании первый раз вот так откликнулись. У них вообще-то хороший бюджет, они у строительной компании зарабатывают хорошие там средства. Они давно могли вот там содержать по одной футбольной команде. Ну вот первым сейчас откликнулся вот строительная компания «Ихлас», да? Вот, они создали вот на базе Ошской, да, футбольной академии вот, команду «Каганат». Это очень приветствуется. И я хотел бы обратиться к таким строительным там гигантам, тоже вот взять в шествие одну футбольную команду, чтобы у нас было такое в чемпионате нашей страны участвовало более 10 команд, 10 таких сильных команд. Чем больше острее конкуренция, тем она лучше для всего, правильно, да? Богатые клубы, как говорится, и вот, футбол, там и зрители будут, и интерес повысится, да. Ну, футбол, эта тема, она очень такая злободневная, потому что мы видели вот в прошлом году, в январе, да, какой был всплеск поднятия национального духа, когда наши футболисты успешно выступили на футбольных полях да, Кубка Азии в Объединенных Арабских Эмиратах.
какой был подъем, да, вот. И вот такой дух он футбол дает, и несмотря на все сложности, конечно, мы будем поддерживать футбол, тоже затягивать пояса, вот. И мы тоже как-то с нашими игроками нашего футбольного клуба ведем, с тренерским составом, со старшим тренером Крестининым Александром Сергеевичем провели переговоры. Они все понимают так должным образом всю сложность ситуации. И это есть такое предварительное взаимопонимание по снижению их зарплат. Вот. Будет проведено после исполкома, после конгресса собрание с игроками, с нашими футболистами, да. И исходя из этих решений, исходя из той помощи, которую мы получим, мы будем строить свои дальнейшие планы. И в плане вот организации чемпионата, и в плане вот участия футбольных клубов нашей страны. Наблюдая за возобновившимися чемпионатами, на примере Германии, как вы считаете, насколько реально соблюсти все необходимые требования и другие предосторожности для возобновления сезона? Ну, у нас болельщиков не так много собирается на стадионах. Я думаю, вот те санитарные вот эти гигиенические условия, я думаю, мы выдержим, да. Но для начала хотя бы, да, там нам нужно разрешить тренировки, да, вот, чтобы приступить, да. Потом нам должны разрешить игры без зрителей. Вот. А там, когда уже улучшится эпидемиологическая обстановка, со зрителями, с соблюдением всех требований. Вот. Но есть опыт этих стран, Германии, других стран. Мы вот не будем там открывать Америку, будем вот по этому алгоритму двигаться. И я думаю, мы должны провести чемпионат. Ну, сейчас очень такие реальные предложения, не в 4 круга, да, провести, а вот в 2 круга в связи вот с этой сложной обстановкой. Вот. И если 2 круга и там кубок, я думаю, где-то мы в октябре, да, завершим, в начале октября уже завершим, вот если 2 круга. Потом у нас же еще и международные турниры, это вот... В первую очередь, когда наша национальная сборная участвует в отборочных турнирах, да. Кстати, вчера должны были, да, по календарю играть. Да. Вот, да. Осталось сколько? 3-4 матча, да? С Монголией дома, с Монголией на дома, выезде и в Японии. В Мьянмой в гостях и в Японии в гостях. Осталось 3 матча. Вот, тоже полная неопределенность, когда чего будет. Нам Азиатская конфедерация по этому вопросу еще не дала разъяснений, когда все возобновится, потому что сейчас самолеты не летают, да? Границы закрыты. Вот такая полная неопределенность. Затем наш Дордой участвует в Лиге чемпионов Азии, да? Да, Кубок АФК Лига. Вот. Где туркменская команда Алты-Насыр, 2 таджикские, Худжант и Стеклол, и наша команда. Тоже все затормозилось и полная тоже неопределенность. Ну, есть такие вроде предложения, что эти будут как кустовые турниры, в одном городе соберутся эти чемпионы и сыграют между собой по сокращенной программе. Вот, и по сокращенному регламенту, и победители тоже где-то еще соберутся и выявят победителя. Это тоже неизвестно пока. Я думаю, в июне месяце, где-то в середине, по этим турнирам будет дано такое какая-то определенность, какие-то определенные там календарь нам спустят, и я думаю, мы вот посмотрим, как наша экономика будет возрождаться, потому что источники поступления были закрыты, вот, наша вот экономика была закрыта, и мы будем считать в июне месяце. Вот, мы набрали в этом году легионеров из Узбекистана, из Болгарии, из Белоруссии, из России, да.
Вот с этими, вот, я думаю, если мы с прицелом на АФК брали, да, этих ребят, если АФК такой вот турнир будет, я думаю, нет смысла этих ребят держать. Вот. Надо будет попрощаться, наверное, с этими ребятами. Такая вот сейчас стоит задача, да? Вот. И ну, своих ребят, конечно, которые составляют костяк национальной сборной, мы примерно со старшим тренером, все условия, какие у нас будут, мы так предварительно озвучили. Я думаю, ребята наши тоже поймут с пониманием и отнесутся к этому патриотично. И этот год сложный, если вот так вот такими потерями преодолеем, я думаю, в 2021 году, не дай бог, какие-то там волны, говорят, коронавируса, ну, уже народ уже понял, как лечиться, как вести себя. Эти пандемии, они периодически бывают, но эта пандемия, конечно, для нас это как такой, да, катастрофической пандемии не видели. Вот. Ну, человек ко всему привыкает, и я думаю, футболисты, футбол, мировой футбол, в том числе кыргызстанский, тоже возродится к следующему году. Но этот год такой очень архисложный, мы к этому должны отнестись с пониманием. Вы являетесь большим любителем спорта номер один. Какие ощущения испытали лично вы, когда футбола практически не было? Ну да, вот каждую среду, субботу, воскресенье мы наблюдали и здесь у нас внутренний чемпионат, и за чемпионатами других стран, не говоря каких-то международных, чемпионат Европы, мира, Кубок Америки, да, вот следишь же, вот, а теперь как-то понимаешь, утром, когда уже вот такими смотришь новости или там ночью ждешь матчи, да, и как-то я всю жизнь привык, да, вот утром открывать вот, спортивные новости, да. А тут сейчас открываешь только о коронавирусе все, какой-то психоз, да. А должен быть такой спортивный психоз. Вот, да? Это, я думаю, азартный такой. Вот. Я как-то действительно не в своей тарелке себя чувствовал. Вот, когда нету результатов, как-то, знаешь, мы же болельщики азартные люди. И этот азарт, когда начинает теряться, вот, думаешь, что-то не хватает, чего-то не хватает. Вот. Мимо телевизора проходишь. С надеждой, да? Да, там что, футбола нету, да, и такое вот, такое состояние было какое-то неадекватное, да, вот. Живешь, когда футболом, спортом, да, и это как-то как чего-то такое отняли у тебя, самое такое живое, вот рядом, когда постоянно, да, вот, и я думаю, быстрее бы оно вернулось, и как-то мы полнокровно вот этот момент своей деятельности, своей, да, личной, он присутствовал. Без них, без этого чувства, да, как-то жизнь чувствую неполноценная, неполнокровная. Вот. Вот такое вот ощущение у меня сейчас до сих пор. Ну вот сейчас вот Бундеслига, да, возобновилась. Вот мы ждали матч, да, Боруссия Дортмунд, да, что же будет? Ну, Дортмунд, да, Боруссия, давай выиграй, да, чтобы опять интрига пошла. Ну вот на своем поле она проиграла, интрига как-то начинает угасать, да, вот. А так вот все время следишь за таблицей, например, Барселона, Реал, например, да, Италии, там, Ювентус, там еще какие-то, ну, такие вот, или особенно, когда вот Лестер, да, стал чемпионом Англии, да? Мы вот с супругой Гульмирой Сулаймановной, как пошел Лестер, да, мы прям вот дрожали, когда же Лестер будет играть, и когда он будет выигрывать, выиграет, и в конце Лестер стал чемпионом.
И ты же такой же вот интрига, да, вот все время она начинается где-то с ноября месяца, да, и держит напряжение до конца мая. Это же вот такой кайф. Немного отходя от темы с коронавирусом, неделю назад Дордой праздновал 14-летие своего успеха в Кубке президента АФК. Это было в 2006 году, это был первый клубный успех Кыргызстана на международной арене. Какое значение имела эта победа лично для вас и какое влияние она оказала на дальнейшее развитие футбола в стране? Ну вот, я это помню, я и сам ездил туда, вот, в таком малайзийском втором городе Кучинг. Это на острове, такой большой остров там в Малайзии. И очень красивый, чистый город, с дождями, с озоном. В общем, мы провели прекрасное время, и все, что так завершилось нашей победой, это была классная победа, мы радовались, и действительно, вот в годы независимости это был первый такой крупный успех нашего футбола. Вот, и это, конечно, большая была радость, и вот я вспоминаю вот этих двух игроков, там самые лучшие, вот, конечно, были Корнилов, Роман Корнилов и Амиров. Ильдар Амиров, который вот он дебютант, и его выпустили в финальной игре, и он там забивает два таких красивейших гола. И это было вообще действительно, Ильдар тогда был герой, Амиров. Вот, молодец. И Корнилов бомбардир тогда был. Лучшим игроком он стал. Там, да, лучшим игроком он стал. И получив, это был, конечно, вот, мы прорубили окно в Азию, футбольную Азию, да. Ну, затем следующий год мы в Пакистане, в городе Лахор, тоже защитили этот титул. Ну и самое обидное, конечно, мы 6 лет играли в финале 6 раз. И вот только 2 раза выиграли, 4 раза мы испытали горечь поражения. Особенно было обидно, когда мы проиграли здесь на стадионе «Спартак» в 2008 году таджикскому клубу. Я до сих пор этот момент, когда Волков отпускает мяч, и этот таджик забивает головой гол. До сих пор это мне как прям в памяти вбилось этот гол, и как мы проиграли. Там, это был ничья же, да? 1-1 и по пенальти проиграли. Да, 1 по пенальти, потом мы проиграли. Вот 1-0 ввели, и вдруг такой нелепая ошибка Волкова, и улетает 1-1, потом после этого гола наши сникли. Вот. Думали, что уже победа в кармане, все. А уже пенальти, уже было психологически, уже проиграли. Стоит отметить, что футбольный клуб Дордой также входит в структуру целого спортивного клуба Дордой, насчитывающий более 1500 спортсменов в 11 видах спорта. Насколько этот процесс, скажем, является нерентабельным в финансовом плане, но все-таки оказывающим положительное влияние на развитие спорта в стране? Конечно, мы только вкладываем в спорт, вкладываем вот в 11 видов спорта, да, вот хоккей, например, с шайбой, да, вот, хоккей с шайбой. Это надо было возрождать, хоккей с шайбой. Сейчас уже с хоккей с шайбой было более-менее благополучно уже, да, уже с хоккейной нашей сборной уже считаются уже в Азии, правильно, да? Какие-то успехи есть. Да, успехи есть. Вот. Кокбуру, например, да. Мы возродили, который вообще в забвении был. Кокбуру сейчас на ипподроме, когда финальные игры идут, нету лишнего билетика, нету места, да, там. Вот. Вот я сам лично 13 лет это вот Кокбуру бегал и возрождал. Вот. Сколько мы там и лошадей покупали, и корм, и перевозки, это очень большие затраты, да. Хоккей с шайбой, вот мы держим на рыне команду, да, на Алато, вот, на рыне Алато, да, они вот последние годы, они не дают пальму первенства никому, вот, по хоккей с шайбой, тоже это затраты, вот. Не говоря там борьба, бокс, карате, волейбол женский, да,
художественная гимнастика, вот, наш спортклуб, да, это все только мы даем нашему спорту, потому что наша страна, как независимая, она участник всех наших движений международных, олимпийского, да, студенческого спорта, и мы должны как-то не должны говорить, что вот горцы, Кыргызстан не имеет каких-то, да, спортсменов, и мы должны вот за честь страны вот мы и бьемся, чтобы наш спорт не ушел там на второй план, а чтобы, да, действительно поддерживать, это же намыс-то, вот, Кыргызстан намысы. Ошон үчүн биз вот в этом плане, невзирая на вот наши расходы, мы делаем эти расходы, вот, футбол, вот. Единственное, что вот я хочу сказать вот нашим болельщикам, мы воспитали, вот, который нам клубную казну пополнил, ну это мизер, конечно, вот, от Кичина, да, вот Валерий Кичин, да, вот, россияне там забирали у нас, и где-то около 80 тысяч долларов получили за Кичина, да, вот. И вот недавно тоже получили такой мизер с алматинского Кайрата за Гульджигита Алыкулова. Ну, если буду говорить эту сумму, то, что они нам передали, это вообще курам насмех. Ну, это там, знаешь, Гульджигита, там они оформили договор там по какой-то цене, да? Вот. А может быть, они кешем сделали, я не знаю, но... Сумма может... Да. Сумма отличается, но за Гульджигита нам... Они сначала, вот мы в Турцию его отправили, Турция... Вот, Неман, Гродно, вот, да? Да. Гродно, Белоруссия, да, от Белоруссии, вот, и все, наши воспитанники, когда вот переходят из клуба в клуб, они вот по договору где-то определенный где-то процент, да, они дают компенсацию, вот, по 50%. Вот Гродно там тоже мизер, да, и здесь вот Кайрат тоже, ну я вам озвучу, 20 тысяч евро. Вот. Это составила сумма за... Да. И вот Кичин и Алыкулов за все эти годы нам обошлось вот около 100 тысяч вот, из наших вот ребят, которые мы заработали. А мы ежегодно где-то около $1 миллиона, если вот так вот брать, ну, у нас, потому что доллары берем, потому что наш сом плавает, правильно, да? Где-то около, значит, если в среднем брать, около 70 миллионов сомов мы тратим на содержание спортсменов. Но львиная часть, конечно, это футболисты. Около 70, около 45-50 миллионов вот, идет на футбол. Многие задаются вопросом, да, стоит ли оно того тратить такую сумму безвозвратно, по сути? Безвозвратно, ну, кто же должен рисковать, ребята? Кто-то должен в этой стране сказать, что вот, если бы не я, да, например, кто-то, да, ну, футбол бы там был бы такой, знаешь, дворовый. А вот прошлогодний успех, да, вся страна там ждала, когда же этот матч будет с этими арабами, с китайцами, да, и что вот, это гордость, когда они достойно сражаются с такими грандами, ну, вот, китайцами, да. Чуть многие, Южная Корея, вот, арабы эти, да. Вот. И кто-то же должен в этой стране, кто-то должен, правильно, да, жертвовать ради своей нации. Да, многие же, которые зарабатывают даже больше нас, вот, я не знаю, куда они девают эти деньги. Не знаю, куда девают. Можно же, вот, например, я же говорю строительным компаниям, да, могут они взять одну команду, создать одну команду и ради Кыргызстана. Все деньги не заработаешь. Вот. А это для нации делается, для народа. Футбол – это народная игра, народное достижение. Вы очень часто употребляете такое слово, как выражение «футбол, родившийся в Англии, не должен умереть в Кыргызстане». Ну вот, ты подтвердил мои слова. Вот. А это же как это? Когда политики, руководители стран начинают о погоде, начинают с футбола. Вот.
а потом уже переходит там, основным политическим вопросам. В завершении нашей беседы я бы хотел попросить вас сделать какое-то обращение в адрес болельщиков и вообще любителей футбола, какие-то слова пожелания. Ну, что хочу сказать, обратиться, да, в нашим болельщикам, футболистам. Пандемии они были, вот. Пандемии, наверное, не дай бог, что будут еще. Но эта пандемия, конечно, она была очень такая тяжелая. Вот. Это весь мир на себе испытал. Я думаю, футбол он возродится, болельщики вернутся на трибуны, к экранам телевизоров. Я вот призываю всех наших любителей футбола также вернуться и также азартно, вот, с достоинством болеть за свои любимые команды, а футболистам, чтобы не опустили голову. Вот. Я думаю, эти трудности пройдут, надо будет выдержать этот год. Со следующего года, я думаю, мы будем свидетелями такого полнокровного, хорошего футбола. Всем я желаю здоровья, не болейте, берегите себя, все будет хорошо. Спасибо большое.